Эфир телеканала Якутия-24 продолжает детские новости. В студии Кристина Катаконова. И Дамир Сыромятников. Здравствуйте. Кристина, а давай начнем выпуск с информацией для тех, кто любит космос. Буквально сегодня-завтра все жители нашей страны смогут увидеть метеорный поток Леониды. Он зародился из осколков кометы Темпеля-Тутля, и люди могут наблюдать его ежегодно в середине ноября. Этот поток из метеоритов известен своими яркими вспышками в момент приближения кометы Темпеля-Тутля к Солнцу и Земле. Наблюдать его лучше в очень ранние утренние часы. Эксперты считают, что так его будет лучше видно. Да, космос завораживает, а все о космосе знает наш следующий герой в прямом смысле этого слова. В эти дни герой России Олег Артемьев побывал у нас в Якутске и познакомился с якутскими национальными видами спорта. Космонавт-испытатель посетил спортивный комплекс имени Василия Манчары «Мадун». Там герои, якутские спортсмены, провели мастер-классы по национальным настольным играм, северному многоборью, прыжкам через нарты и аркан, а также по стрельбе из традиционного лука. А нашей коллеге Меладе Сыромятниковой удалось взять интервью у настоящего героя. Олег Артемьев является 118-м космонавтом в России. Общая продолжительность полетов составляет 560 суток. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нравятся ли вам якутские национальные виды спорта? Очень мне понравились. Я сегодня так погрузился и узнал много нового, потому что вот я был на Ямале, есть похожие виды спорта, но у вас вот сегодня я увидел больше так разнообразия и те виды, которые до сих пор мне не встречались. Но я уже посмотрел правила, и мне подарили комплект вот этих игр, и я надеюсь, что вот даже в пятницу, когда мы собираемся после рабочей недели всем отрядом, мы попробуем поиграть в ваши виды спорта и посмотреть, что из этого получится. Какие чувства вы испытали, когда первый раз приехали в Якутск и вот сейчас? Ну, это было место, которое я уже давно мечтал посетить. И какие чувства? Это мечта исполнилась. То есть, а у человека, который исполняется мечта, это только восторг. И кажется, что все ему по плечу. Поэтому я очень доволен. И я считаю, что мне очень повезло, что я доехал до Якутии. Сейчас уже третий раз здесь. И мне хочется еще раз сюда приехать, потому что каждая поездка у меня была очень коротенькая. Всего лишь одни сутки. Хочется остаться уже тут на неделю, на две. И везде еще съездить. На полюс холода хочется съездить, в Омикон. Потом в Дикси. Ну, вообще хочется проехать по всей республике Саха. Кроме этого, космонавту вручили памятный набор «Хабылык и Хамыска», который в скором времени полетит в космос и войдет в историю якутского спорта. Между прочим, в космосе ранее побывал якутский национальный инструмент – хамус. Впервые это у нас происходит хабылык в космосе, поэтому все мы будем рады, когда они покажут наши игры с космоса. Если хочешь победить весь мир, победи себя. Знакома тебе эта фраза? Это же из какой-то серьезной книги. Совершенно верно. Это цитата из романа русского писателя Достоевского. Точно, буквально на днях проводили день со дня его рождения. Да, наша коллега Даша Бутенко окунулась в атмосферу книг и мнения о великом писателе. Давайте посмотрим. Перестать читать книги значит перестать мыслить. Эта цитата произвел один из самых известных писателей и мыслителей русской и не другой литературы – Федор Достоевский. Его произведения известны на весь мир и были переведены на 170 языков. 11 ноября вся Россия празднует день рождения великого русского поэта. За время своей жизни Федор Достоевский написал 12 романов, 4 новеллы и 16 рассказов и множество других произведений. Его произведения знает весь мир. Насколько знакомо творчество Достоевского нашим горожанам, узнаем далее. Кто из самых известных писателей может сегодня отмечать день рождения? Самых известных писателей по Якутии или в России? В России сам. Александр Сергеевич Пушкин. Для нас много известных писателей. Достоевский, Чехов, кто угодно. Правильно, Достоевский. Какие вы знаете произведения Достоевского? «Идиот». Сейчас главное не опозориться. Достоевский «Идиот» и «Преступление и наказание». Знаю. «Идиот», «Преступление и наказание». Как вы думаете о Достоевском? Достоевский – это гениальный писатель. Какие ваши любимые произведения Достоевского? Ни одного любимого произведения нет. Я часто бывала в его доме, квартире и вообще ходила по его местам.
и, соответственно, вынесла такое представление. Один из моих любимых писателей. Считаю, что его надо читать всем обязательно. Да, читать это здорово, а еще ходить в музеи. Дамир, а ты любишь посещать музеи? Конечно, Кристина, ведь там узнаешь много нового и полезного. Мы всегда с семьей, даже если находимся за пределами нашей Якутии, ходим в музеи. Да и с классом тоже, здесь, в городе. Ну тогда я тебя обрадую. В музее имени Ярославского открыта выставка, о которой готова рассказать наша коллега Мелисса Лыткина. Давай посмотрим. Музей имени Ярославского стал третьим музеем, который присоединился к движению первых, став его первичным отделением. Это значит, что музей сможет не только влиться в череду мероприятий общероссийской организации, но также просвещать детей, взращивая в них любовь к родине. В музее Ярославского открыли выставку, посвященную истории становления движения первых в России и в Якутии. Выставка теперь работает на постоянной основе и будет доступна всем желающим. За год существования молодежного сообщества движения первых в Якутии открыты более 700 первичных отделений во всех уголках республики. Вот и музей имени Ярославского не стал исключением. На этой выставке можно увидеть разный мерч от движения первых по нашим активностям, по нашим проектам. Например, направление «Благотвори». У нас прекрасные футболки, шапки, отличные жилеты, значки. Также есть кубки, медали по активностям «Вызов первых», «Первые в профессии» и по команде первых. В нашей республике движение набирает все большую популярность среди молодежи. Ну а проекты первых активно продолжают прививать детям патриотизм и любовь к родине, а также развивать их таланты. Мелисса Лыткина, Семен Семенов, Якутск. Да, действительно, нас, детей в школах, обучают не только стандартным учебным предметам, но также с малых лет прививают любовь к родине. И очень важным, как нам всегда говорят учителя, в обучении является воспитание патриотических чувств к своей стране. И мы с этим согласны. Но также здорово, когда уже в школах мы можем раскрыть свой потенциал и определиться с будущей профессией. О том, кто нам может в этом помочь, расскажет Алексей Сургутский. Советники сегодня, советники всегда. В стенах Музея России «Моя история» собрались ведущие специалисты в области воспитания в школах. И их главная задача – воспитать поколение умных и целеустремленных людей, тех, кто любит свою родину. Первая научно-практическая конференция «Навигаторы детства. Новая философия воспитания» собрала 50 советников директоров школ республики по воспитанию. Они стали участниками регионального этапа. На конференции они представили свои наработки и идеи в области образования, которые успешно применяют в своих учебных заведениях. Советник директора по воспитанию – это новая философия воспитания. Это такие люди, которые помогают детям найти себя, найти увлечения по своим интересам и аккуратно их распределяют. Я, в частности, занимаюсь школьным театром. У меня в театре занимаются 157 детей разных возрастов. И ребятам очень интересно. Есть также советники, которые занимаются школьным музеем. Есть советники, которые занимаются туризмом. Есть советники, которые занимаются спортивными клубами. В общем, таких направлений очень много. Ну а лучшие работы педагогов-советников войдут в сборник методических разработок. Дамир, вот мы сегодня обсудили с тобой столько интересных тем. И космос, и литература, и патриотическое воспитание. Может, еще и науку обсудим? С удовольствием, Кристина. Вот ты знаешь, что такое экология? Конечно, это наука об окружающей среде, а точнее взаимодействии живых организмов. И очень важно нашу окружающую среду беречь. Согласен с тобой полностью. Вот, к примеру, батарейка является одним из опасных видов отходов. Ее ни в коем случае нельзя просто выбрасывать на улицу. Якутская экологическая компания впервые запустила в Якутию практику сбора бытовых батареек. И первыми участниками акции стали малыши из детского сада номер 35 «Северная сказка». Альберт Миронов подготовил интересный сюжет об этой акции. Предлагаем посмотреть вместе с нами. Природа – наш дом, поэтому к ней нужно относиться бережно и уважительно. Такое отношение необходимо воспитывать с детства. Даже самые юные защитники природы пришли сдать собранные батарейки, чтобы внести свой вклад в сохранение экологии нашей планеты.
Акция по сбору батареек направлена на то, чтобы научить малышей с малых лет заботиться и любить окружающую среду. Эта акция стала для детишек не только возможностью внести свой вклад в защиту окружающей среды, но и важным уроком о том, как маленькие усилия могут привести к большим переменам. Вообще дошкольный возраст – это оптимальный этап развития экологической культуры человека. И экологическое образование формирует у детей нравственные качества, формирует правильному экологическому грамотному поведению с самого раннего детства. Именно так считают и родители групп «Золотой ключик» и «Аленький цветочек», которые стали инициаторами этой акции. А точнее, подарили урну детскому саду, предоставленные им Якутской экологической компанией. В этот день воспитатели провели занятия и рассказали малышам о вреде, который могут причинить неутилизированные батарейки, и о том, как правильно их выбрасывать. Дети не только проявили активность, но и получили ценные знания о необходимости охраны природы. Какие важные правила поведения в природе вы знаете? Нельзя выбрасывать мусор в городе и лесу. Нельзя зажигать костер, в лесу может произойти очень большой огонь. Нельзя ловить и не приносить домой девчонок со зверей, белочек и птичек. В день акции ребята собрали батарейки в специальный контейнер, установленный в детском саду. Каждый из них стал частью большой команды, которая заботится о будущем планеты. После наполнения урны детский сад регулярно будет передавать ее в Якутскую экологическую компанию для дальнейшей грамотной переработки батареек. Альберт Миронов, Семен Семенов, Якутск. Алеша, теперь Алеша просит. Эти темы показались нам самыми заметными и интересными. Желаем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.